Корреспонденты нашего телеканала день за днем следят за развитием событий у нас в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги рабочей недели, мы расскажем вам о самых главных из них. В эфире программа «Якутия. День за днем». Меня зовут Валерия Наумова. И вот о чем мы сегодня расскажем. Специалисты тушат Ленский пожар, действующий у границы с Иркутской области. На текущую дату действует 3 лесных пожара в республике. На реках Якутии паводковая ситуация развивается в соответствии с прогнозом. Со следующей недели увеличится количество паромов на переправе Якутск-Нижний Бестяк. С понедельника уже 14 паромов. Я думаю, войдем в график. Все спокойно. Вода тем более пошла уже на спад. Продолжаются проверки капитального ремонта школ. 38 из них откроют свои двери после ремонта уже к 1 сентября. Объем работы уже достаточно серьезно выполнен на сегодняшний день, с опережением даже графика по части работ, но расслабляться не будем. Глава Якутии провел выездное совещание оргкомитета по подготовке национального праздника Иссех-Туймады. Обновление коснется основных объектов и площадок. С учетом того, что у нас 4 полосы, мы приняли техническое решение, что будет все в ШПС, все будет обеспылено хлористым кальцием. Якутский фильм «Дюлур. Масс-рестлинг» собрал в кинотеатрах более 1 миллиона рублей и вошел в топ-10 по кассовому сбору. Начнем наш выпуск с лесных пожаров. В Алекминском районе пожар действует в чуть больше 8 километрах от села Чапаево. Общая площадь, пройденная огнем, составляет полгектара. В тушении возгорания задействованы 7 работников лесной охраны и 4 сотрудника МЧС. Привлечено 2 единицы техники. В Ленском районе вот уже несколько дней действует один пожар в зоне контроля на общей площади, пройденной огнем 33 гектара. Данное возгорание находится на удаленной, труднодоступной местности и угрозы населенным пунктам не несет. Продолжается ежедневное патрулирование лесного фонда авиационным и наземным путем. Накануне в село Тамтор Аймиконского улуса прибыл самолет Ан-2. В Алекминском пожаре у села Чапаево там идет некоторое расширение по площади. Там работают представители лесоформирования и государственные противопожарные службы от малочисленной пожарной службы. И, наверное, к ковиду мы будем уточняться по данным. Сегодня там планируется вылет самолета. Затем президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент по искусственному вызову осадков на территории республики для предотвращения лесных пожаров. Об этом говорится в списке поручений главы государства от 2 июня. Работы проведут в текущем году. Ответственными назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и глава республики Айсен Николаев. Они должны отчитаться до 15 декабря. Ранее с таким предложением выступил Айсен Николаев в ходе совещания у главы государства в режиме ВКС 10 мая. Помимо пожаров, нашим лесам угрожают и опасные вредители. Сотрудники Республиканского управления Россельхознадзора совместного с якутским лесничеством выехали на мониторинг фитосанитарного карантинного состояния лесных массивов. Ежегодно, начиная с мая, проводится проверка хвойных деревьев на наличие сибирского шелкопряда. Как проходит мониторинг и какие методы используют инспекторы, узнала Светлана Мосова. 2-3 сильных удара, из дерева посыпались гусеницы. Бывало она, наверное, 2-3 возраста была. Бывало уже 5-6 возраста. Сибирский шелкопряд – это один из самых вредоносных карантинных объектов. В 2020 году на территории городского округа Якутск наблюдалась массовая вспышка. На одном дереве могло быть более 200 особей, а на сегодняшний день их количество в разы меньше. Раньше наблюдалось, что через каждые 20 лет сибирский шелкопряд дает очень хорошую вспышку. То есть там в литературе пишется, что от 100 до 400 особей на одном дереве, да? И вот эта вспышка, период даже, скажем, да, сократился.
в связи с тем, что у нас погодные условия очень благоприятные стали. Жаркое и засушливое лето – это отличные условия для популяции шелкопряда. При массовом размножении они могут поедать не только хвойные деревья, но и перейти на другие, тем самым разрушая и убивая лес, ведь он после не восстанавливается. Одна феромонная ловушка у нас развешивается на территории 200 га. При проведении обследования используются 3 основных метода их обнаружения. Визуальный метод, метод околота и применение феромонных ловушек. Их ставят только в период массового лета, а это в начале июля. В 2022 году будет установлено 1270 феромонных ловушек, 350 на сибирского шелкопряда, 200 на усачей рода монохамус, 50 на непарного шелкопряда. Остальные ловушки применяются при мониторинге на посевных площадях, оранжереях, теплицах, складских помещениях. По результатам мониторинга обнаруженные насекомые для идентификации и подтверждения карантинного объекта направляются в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. Карантинный объект – это вредоносный организм, который не должен быть на территории определенного государства. То есть, если он у нас Российская Федерация, то есть этот организм не должен быть на нашей территории находиться, либо должен быть ограничен, то есть другие регионы и в другие страны данный организм не должен попасть. Такие мониторинги проводятся не только в лесных массивах, но и в сельхозугодьях, в складских помещениях, а также в питомниках, на всех территориях, где может распространиться карантинный объект. Светлана Амосова, Григорий Хлопков, Якутск. Переходим к паводковой обстановке. На реках республики она развивается в соответствии с прогнозом. За сутки критических уровней воды не зарегистрировано. Активная фаза ледохода на реке Лене проходит на территории Булунского и Жиганского районов. На реке Колыме ледоход вышел в устье. Ввиду повышенных сбросов с Усть-Среднеканского ГЭС у поселка Зырянка Верхнеколымского района сохраняется подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка на 10%. Наиболее сложная обстановка на реке Алдан, так как в устьевой части наиболее высокие уровни отмечаются у села Арбын Намского района. По утренней сводке затоплены 14 дворовые территории. В целом комиссия по чрезвычайным ситуациям Наслега, ну и района держат под контролем. Есть отогнан скот. Задействовано сегодня около 20 человек, 4 единицы техники и 2 плавсредств. Готовность, значит, пункт временного развития Дом культуры Тускул. Вчера после 5 часов вечера, значит, мы сделали облет данного участка, обследовали рядом, значит, находящиеся населенные пункты на устьевой части реки Алдан, это село Батамай. Там тоже уровни высокие, но пока серьезных затоплений нет. Но в ближайшее будущее по обоим этим поселениям могут быть, вода достигнет критическую отметку. Если говорить о переправе Нижний Бестях-Якутск, то со следующей недели там будут работать 14 паромов. Об этом сообщил премьер региона Андрей Тарасенко. На данной переправе сейчас работают 9 паромов и 4 причала. Ранее из-за высокой воды накопители были подтоплены, поэтому машины выстраивались вдоль дороги. Работа нормализована, но еще не в полную мощь. Премьер-министр отметил, что принято решение оказать помощь в приемке паромов для безопасности граждан на переправе со стороны Нижнего Бестяха. Отделение ГИБДД по Мегино-Кангаласскому району проводит мониторинг. По необходимости для регулирования движения транспортных средств, въезжающих на переправу, устанавливают временные посты. Со стороны Якутска накопитель уже начал свою работу в полную мощь. Здесь ГИБДД также регулирует движение транспорта. 9 паромов мы сегодня имеем на переправе. Имеем 4 причала. То, что вы знаете, вода прибывала, фактически было притоплено у нас накопители, и поэтому вдоль дороги все выстраивались, мы не могли принять. Поэтому принято решение оказать содействие приемке некоторых паромов, которые не могли вовремя пройти регистрацию. К нам подключились сейчас все регистровые службы, и будет в понедельник 14 паромов уже работать.
Между тем, в республике продолжается навигация по завозу грузов. За это время отгружено почти 225 тысяч тонн различных грузов, в том числе для нужд жизнеобеспечения более 130 тысяч тонн или 10,5% от плана. Доставлено до мест назначения почти 57 тысяч тонн. В штатном режиме идут перевозки на реке Лени по направлениям Ленск и Алекминск на реку Алдан. На особом контроле находится первый тур навигации на быстро мелеющие реки Амга и Вилюй. Так, первая баржа с углем прибыла в Амгу. Экипаж теплохода капитан Зырянов под командованием капитана судна Виталия Вакуленко привез 2,5 тонны угля. Водным путем планируется доставить еще 7,5 тонн. Остальное завезут по земле из Харбалаха и Сангара. Обычно за отопительный сезон 40 котельных потребляют примерно 60 тысяч тонн угля. Но зимой этого года для отопления всех котельных потребовалось увеличить до 74 тысяч тонн. Сегодня вот 1 июня подошла первая баржа, 2500 тонн. Следом идут еще две баржи по 2,5. Это в общем 7 тысяч уже на реке Амга. И если у нас вода слишком не упадет, то еще по рейсу сделают. В общем плане у нас 18 тысяч по плану должно подойти сюда, Джибари-Кихая. Развитие Колымская группа районов рассмотрел глава Якутии Айсен Николаев на совещании. Одним из важных направлений глава республики назвал взаимодействие с соседними регионами. Речь идет о наращивании поставок угля с Зыряновского угольного резерва и нефтепродуктов с филиала Саха-нефтегазсбыта в Черском и в соседние регионы. Важной задачей при этом станет развитие Зеленомысского речного порта в Нижнеколымском районе, который является перевалочной базой для предприятий. Айсен Николаев подчеркнул, что актуальными становится и вопрос строительства круглогодичной автомобильной дороги от Зеленомысского речного порта до границы с Чукотским автономным округом. Отдельно глава остановился на вопросах развития малых поселков, а также распорядился поменять подходы в реализации программы переселения из аварийного жилья. В колымских районах она реализуется медленно. На каскаде Вилюйских ГЭС Якутскэнерго начались судоходные сбросы воды из Вилюйского водохранилища. Воду сбрасывают ежегодно, обычно в июне, чтобы обеспечить судоходность реки Вилюй. Решение об объемах и продолжительности сброса принимает Ленское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, исходя из развития гидрологических условий Вилюйского водохранилища и навигационной обстановки. И также в Якутии поэтапно начнет открываться навигация для маломерных судов. Так, с 3 июня она уже открылась в Алданском, Ленском, Нерюнгринском, Алекминском районах. 6 июня в центральных и заречных группах улусов, также в Якутске и Жатае. С 10 июня в северных улусах республики. Сроки могут корректироваться в зависимости от обстановки на водных объектах. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем программу. В Якутии с учетом стабильной эпидобстановки по ковиду приостановлено требование об обязательном ношении масок. Соответствующий указ подписал глава Якутии. Решение принято с предложением главного государственного санитарного врача республики. Айсен Николаев отметил, что эпидситуация по коронавирусу оценивается как спокойная. Ежедневно ковидом заболевает 40-50 человек и проходит все в легкой форме. Напомним, масочный режим уже отменен в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Указ вступил в силу с момента подписания. Бриллиант медицины. Именно такими словами охарактеризовал Якутский кардиососудистый центр министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Центр работает уже больше месяца и успешно принимает пациентов. На этой неделе там ввели в работу отделение скорой неотложной помощи. Также продолжает свою деятельность такое направление, как телемедицина. Благодаря ему даже в отдаленных населенных пунктах нашей республики могут получить высококвалифицированную кардиологическую помощь. Я сама лично съездила в центр и готова рассказать подробности. Открывшееся отделение неотложной кардиологической помощи только в первые сутки приняло 8 человек. Из них 2 привезли на скорой помощи с острым коронарным синдромом.
уже была проведена операция рентгенооперационная, коронарография и стентирование. Эти пациенты сейчас находятся в отделении кардиореанимации, в связи с тяжестью состояния. Один после клинической смерти на аппарате искусственной вентиляции легких и один тоже с тяжелой формой инфаркта миокарда находится также в отделении кардиореанимации. Более стабильные пациенты находятся в наших палатах интенсивной терапии на нашем этаже. Отделение неотложной кардиологии рассчитано на 20 коек, в том числе это койки реанимации интенсивной терапии. Здесь совместно работают врачи-кардиологи и часть врачей-реаниматологов из отделения кардиореанимации. Мы оказываем высокотехнологичную помощь пациентам с острым коронарным синдромом, с подъемом СТ и без подъема СТ, и также со стенокардией высокого функционального класса. Пациенты к нам поступают как по скорой помощи, также по консультации поликлиники кардиодиспансера и после проведенных телемедицинских консультаций с первичными сосудистыми отделениями по Республике Саха-Якутия. С открытием кардиоцентра у врачей и пациентов появилось множество перспектив и возможностей, в том числе диагностических и лечебных. Одним из основных разделов работы является телемедицинская консультация. Благодаря ей районные больницы из отдаленных уголков нашей республики могут получить профессиональную консультацию. Также данная практика осуществляется и на федеральном уровне, где уже наши врачи получают консультацию специалистов ведущих медицинских центров страны. Прежде всего, это Чазовский центр, центр Шумакова, центр Мишалкина с Хабаровском и с центром Алмазова Санкт-Петербург. И они тоже наших пациентов переводят, лечат, консультируют, помогают. Более 12 консультаций в день мы осуществляем с районами республики. Стараемся, насколько возможно, по показаниям наиболее тяжелых пациентов переводить по санавиации в кардиососудистый центр, в наше отделение, в другие отделения и оказать помощь, прежде всего высокотехнологичной медицинской помощи. Со дня открытия в кардиососудистый центр поступило 170 пациентов, выписали 128. Каждый день проводятся высокотехнологичные мини-инвазивные операции на сосудах сердца, высокая эффективность которой достигается благодаря оснащению ангиографической системой Philips Azurion. Технологии помогают повысить скорость решения диагностических задач и способствуют оптимизации работы хирургов. Основной задачей является именно предупреждение таких сосудистых катастроф. И в целях этого у нас заработала после пандемии наша поликлиника кардиососудистого центра. И дистанционный консультативный центр, он будет заниматься именно этой задачей. И каждый пациент высокого риска, он должен быть охвачен этим высококвалифицированной медицинской помощью, которая в последующем даст именно снижение смертности от болезней системы кровообращения. Стоит отметить, что из центра выписывают с запасом первоочередных лекарственных препаратов. Также пациент входит в регистр, где прослеживается его движение со дня выписки. Кардиососудистый центр – это один из самых современных кардиоцентров не только на Дальнем Востоке, но и в России. Он охватывает всю нашу республику и соседние регионы, такие как Магаданская область и Чукотка. Поистине бриллиант медицины. Валерия Наумова, Григорий Николаев, Артем Алексеев, Якутск. От медицины к образованию. Первый зампред правительства Якутии провел ремонт школы в Сунтарском районе. В этом году для Якутии впервые предусмотрены средства по федеральной программе модернизации образовательной системы. По этой программе в республике капитальный ремонт проводят в 58 школах. Из них 38 откроют свои двери после ремонта уже к 1 сентября. Сроки сжатые, поэтому правительство региона уделяет большое внимание этой работе. Первый вице-премьер Дмитрий Берников осмотрел объект в Сунтарском улусе. Тайбахойская школа была построена в 2001 году. Объем работы уже достаточно серьезно выполнен на сегодняшний день, с опережением даже графика по части работ. Но расслабляться не будем. Еще есть целый ряд замечаний, которые вы слышали, мы обсудили сейчас с подрядчиком. Есть определенные задачи, которые мной были поставлены для подрядчика к тому, чтобы он их выполнил в кратчайшие сроки. Но в целом хочу отметить, что работа идет хорошо. Работа идет хорошо.
К слову говоря, с ходом строительства новых корпусов общеобразовательных учреждений ознакомился и заместитель министра строительства региона Евгений Афанасьев. Так, самая крупная школа в республике появится в микрорайоне Прометей на 990 мест. Кроме этого, школы строятся и в других районах Якутска. В целом, в рамках соглашения с web.rf в столице построят 10 школ почти на 4000 мест. Задача этой работы – в первую очередь перевести детей на односменный режим обучения, увеличив количество учебных мест. Подробнее в сюжете Ульяны Шагиной. Первый пункт объезда заместителя министра строительства региона Евгения Афанасьева начался со школы номер 5. Здесь по плану появится трехэтажный пристрой на 274 места. На объекте 33 строителя компании «Сетте». Работы идут полным ходом. Внутри у нас идет штукатурка, монтаж скрытой проводки, монтаж коробов вентиляции, кладка на уровне второго этажа, монолитные работы на кровле, выход на кровлю. В этом году школа набирает 3 первых дополнительных класса. Планы очень большие. Главной задачей стоит переход в односменку, что в разы повысит комфорт учеников и их родителей. Надеюсь, что в следующем году, когда введется здание, те учащиеся, которые учатся со второй смены, это 6, 7 и 8 классы, перейдут в первую смену, и мы будем уже учиться всей школой в односменном режиме. Ждут расширения своего здания уже в этом году и в школе номер 12 в селе Пригородное. Здесь также появится каменный пристрой площадью более 5000 квадратных метров. Проект нового объекта был утвержден 4 года назад, а первую сваю забили в прошлом году. В новом пристрое, кроме 27 кабинетов, разместят современную библиотеку, столовую, актовый и спортивные залы. Работы ведутся по графику. В этом году мы должны завершить строительство школы и сдать вовремя. В новую школу в следующем году пойдут и воспитанники речевой школы на Покровском тракте. Ее возводят в рамках государственно-частного партнерства. Заказчик – компания АЭП «Капитал». Строители отчитались. На сегодня объект готов на 28%. Коробка уже стоит. Сейчас идет монтаж внутренних электросетей. Помимо основного учебного здания, дети с тяжелыми нарушениями речи получат интернат на 100 мест. На сегодняшний день на объекте работает более 50 человек разными бригадами по объекту, то есть отдельно на школу, отдельно на интернат. И в целом отставания от графика нету, идем по плану и планируем, что к концу года объект будет введен. Помимо строительства школ и пристроев, в регионе полным ходом идет капитальный ремонт образовательных объектов. Так, 1 сентября ученики 11 школ столицы войдут в обновленные здания. В целом, до 2023 года регион получит около 3 миллиардов рублей на ремонт и оснащение образовательных учреждений. Ульяна Шагина, Екатерина Амозова, Семен Семенов, Якутск. Обновление коснется и основных объектов и площадок, но уже КСХ Туймады. Глава Якутии в эти дни провел выездное совещание оргкомитета по подготовке национального праздника, который в этом году посвящен столетию образования республики. На совещании обсудили вопросы ремонта подъездных путей до местности Усть-Хатын и организации контрольно-пропускных пунктов. На данный момент на месте проводятся ремонтно-восстановительные работы. В ходе осмотра дороги Айсен Николаев поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства республики обеспылить реконструируемый участок автомобильной дороги НАМ. В этом году с начала пандемии КСХ Туймады впервые пройдет в традиционном формате. На участке по второму этапу идет возведение земполотна, уже заканчиваем. Скоро у нас будет устроено дополнительный слой, это щебеночно-гравийно-песчаная смесь С5. А потом у нас идет стабилизация и после этого 2 слоя асфальта. Во время цеха у нас движение будет осуществляться на 4 полосы. Посередине будет полимерные блоки будут посередине. И по щебеночно-гравийно-песчаному смеси будет воспроизводиться движение. А по первому этапу у нас там уже асфальт лежит.
Также идет подготовка к эсэху Аланхо. В ходе подготовительных работ идет асфальтирование в местности Тугихтей. Работы начались в прошлом году. Они ведутся с утра до позднего вечера. Много зависит от погодных условий. Чтобы асфальтированная дорога была качественной, необходимо, чтобы земля обязательно была сухая. По этой дороге будут ездить специальные электромобили, а в будущем, после эсэха Аланхо, там могут отдыхать жители. Будет удобно ездить на самокатах, велосипедах и скейтах. У нас итого протяженность асфальтированных дорог 7,5 километров. И на сегодня осталось около 1,5 километра. Ну, надеемся, что к проведению праздника успеем вовремя. У нас работает около 60 человек, местные ребята. Вот так. И техника все есть, материал также возится. Еще одна немаловажная тема – это реализация системы обращения с твердыми коммунальными отходами в республике. Ее обсуждают депутаты и органы власти. Основные проблемы обозначил министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов. Так, в числе прочих прозвучали вопросы о механизмах вывоза отходов и отсутствии оборудованных мест накопления ТКО. Продолжит Саргалана Неустроева. По статистике, лишь четверть содержимого стандартного мусорного мешка – это пищевые отходы. Все остальное – пластик, картон, бумага и стекло – поддается переработке. Но большинство людей об этом даже не подумает, ведь намного проще выкинуть мешок в контейнер и вернуться к своим привычным делам. А между тем, именно сортировка и переработка ТКО является одной из национальных целей развития страны до 2030 года. Этому должна была способствовать так называемая мусорная реформа, которая стартовала в начале 2019 года. Однако до сих пор остается много нерешенных вопросов по реализации проекта, в том числе и в Якутии. Можно отметить низкий уровень собираемости, из-за чего там региональным операторам не хватает денег, да, на функционирование. Отсутствие, нехватка специализированной техники, отсутствие и недостаточность оборудованных контейнерных площадок в муниципальных образованиях. Ну и самое главное, это у нас отсутствие нормальных объектов для обращения с твердыми коммунальными отходами. Полигоны, сортировочные станции и так далее. Сегодня на территории республики не действует ни одного завода по переработке вторсырья. До недавнего времени его приходилось вывозить за пределы региона. Занималась этим якутская экологическая компания под руководством Сергея Петрова, предпринимателя и экоактивиста. И вот совсем недавно компания начала перерабатывать пластик в полноценные изделия. Данное оборудование мы запустили примерно месяц назад. Это результат совместной деятельности Якутской экологической компании и регионального оператора по центральной зоне Якутской Кассети. На сегодняшний день мы можем перерабатывать до 20 тонн пластика примерно. Не завод, конечно, но начало положено. Здесь стоит отметить, что даже сбор вторсырья компании дается нелегко. Культура сортировки ТКО в Якутске только-только приспосабливается. В свое время компания работала практически себе в убыток, а уже сегодня они производят до 50 квадратных метров тротуарной плитки в день. 3 типа тротуарной плиты: ромб 33 на 33, евробрусчатка, тротуарный бордюр и скамейка. Скамейка – вот это наша гордость, это самое интересное изделие, на наш взгляд. Все изделия состоят на 30% из пластика, и остальное – это 70% песок обычный речной и немного красителя. Со слов представителей Министерства ЖКХ республики, с появлением сортировочных станций в крупных городах региона ситуация с мусором немного изменилась в лучшую сторону. Тем не менее, для того, чтобы мусорная реформа по-настоящему заработала, банально не хватает денег, а создание всех необходимых объектов требует больших капитальных вложений. Саргалана Неустроева, Светлана Амосова, Якутск. Сейчас короткая пауза, и мы вернемся очень скоро. Не переключайтесь.
Далее поговорим об изменениях в выплатах. В России принят ряд новых законов. Так, на 10% вырос прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. А вместе с ними и ряд социальных пособий, которые зависят от этих величин. МРОД теперь составляет 15 279 рублей. Также увеличился минимальный размер больничных и декретных. Федеральный прожиточный минимум на душу населения 13 919 рублей. Региональные минимумы также пропорционально пересчитаны. Они, в частности, важны при расчете пособий для малообеспеченных семей. На детей до 3 лет, от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Исходя из новых цифр, пособия будут начисляться тем, кто подал на них заявление с 1 июня. На те же 10% проиндексировали страховые пенсии неработающим пенсионерам. Выплаты в новом размере уже начались. Средний размер пенсии в России – 19 360 рублей. А вот Минцифры запустила портал о льготной ипотеке для IT-специалистов. О новом ресурсе сообщается в телеграм-канале ведомства. Напомним, ранее Кабмин утвердил параметры льготной ипотечной программы для специалистов, работающих в сфере информационных технологий. До 2024 года программой льготной ипотеки смогут воспользоваться не менее 50 тысяч специалистов, а общая сумма кредитов составит более 240 миллиардов рублей. На новом портале сотрудник IT-компании сможет узнать, входят ли организации в перечень предприятий, которые отвечают условиям льготной ипотечной программы. Поиск, поясняют Минцифры, работает по названию компании и ИНН. В настоящий момент в программе участвует более 50 кредитных организаций. Между тем, Владимир Путин объявил о выплате в 1 миллион рублей за звание «Мать-героиня». Как отметил глава государства, власти России условились серьезно обновить и расширить положение его указа о мерах по соцподдержке многодетных семей. И тем мамам, которые будут удостоены звания «Мать-героиня», президент предложил единовременно выплачивать 1 миллион рублей. Он также сообщил, что предлагается вести выплату при вручении медали ордена «Родительская слава», а именно за медаль выплатят 200 тысяч рублей. А при вручении самого ордена вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, выдадут 500 тысяч. При вручении медали ордена «Родительская слава» у нас ранее не была предусмотрена денежная выплата. Медали, именно, медали ордена. Я предлагаю установить такую единовременную выплату. Вот за орден у нас была выплата единовременно 100 тысяч. За медаль ничего не было. Вот я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена «Родительская слава» вместо 100 тысяч рублей, как это вот было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей. А тем мамам, которые будут удостоены почетного звания «Мать-героиня», единовременно выплачивать 1 миллион рублей. Напомним, из нашей республики ордена «Родительской славы» удостоилась многодетная семья Пестряковых, проживающая в Якутске. Семья воспитывает 7 дочерей и 3 внуков. По Владимиру Путину многодетную семью оценили за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитания детей. По видеоконференц-связи семью поздравил заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Трутнев со столь высокой оценкой родительского труда. Глава региона Айсан Николаев отметил, что многодетные семьи являются гордостью и богатством республики, и вручил ордена Людмиле и Петру Пестряковым. На торжественное мероприятие приехала вся семья. Ну, в апреле, когда первый раз увидели, обрадовались, конечно, очень. Это очень волнительный момент, можно сказать. Вот последние дни вообще толком не спим. Все, подготовка. Завтра будет видеоконференц-связь с Владимиром Владимировичем Путиным с нашего дома. Это очень ответственное мероприятие. Уже подготовка идет полным ходом. А в День защиты детей многодетная семья Людмилы и Петра Пестряковых приняла участие во встрече с Владимиром Путиным. Обладатели ордена «Родительская слава» озвучили президенту России свои пожелания и предложения. На встрече они пригласили президента посетить национальный праздник Исэх. На приглашение семьи Владимир Путин ответил, что постарается приехать. Дочка есть, ну вот так, развитый. Но волнуюсь очень. И хочу вас пригласить на наш национальный праздник Исэх, который вот состоится в конце июня. Спасибо, постараюсь. Спасибо.
Воспитание детей – это большая работа. О семье Пестряковых, удостоенных ордена «Родительская слава», рассказываем в следующем материале. Супруги Пестряковы и их дети поделились эмоциями о награде и рассказали про семейный быт. Так, отец 7 дочерей Петр Пестряков поблагодарил родителей за то воспитание, которое они ему дали. Насчет этой награды скажу, что это очень большая награда. И хочу поблагодарить за это воспитание своих родителей, родителей своей жены, потому что они нас воспитали правильно. И мы тоже, значит, правильно в направлении своих детей воспитываем, работаем. Это воспитание детей, это тоже работа, я считаю. Это очень большая работа. По словам главы семейства, 8 марта в семье проходит весело, так как женский праздник также совпадает с его днем рождения. Петр Пестряков прошел весь путь от пожарного до начальника части. От рядового до майора в этом году он отмечает 25-летний юбилей трудовой деятельности. Конечно, девочки есть девочки, а я как... Ну, у меня на работе зато одни мальчики, как сказать, пацаны на работе, мужики, можно, и как бы, я, ну, начальник части как бы тоже их не отец. Я уже 10 лет как начальником части работаю. А с девочками, ну, дома девочки, их надо любить, их надо баловать. Петр Филиппович – большой фанат спорта. Когда приступил к службе в пожарной части, стал организатором спортивных мероприятий. В 2014 году вместе со своим братом они решили организовать волейбольную команду пожарной части и вышли в высшую городскую лигу волейбольных команд. А в 2019 году Петр Филиппович стал главным тренером городской сборной города Якутска. Ответственный, уважаемый человек. Мы всей командой поддерживаем его, каждое мнение уважаем, ценим его. Ну, помимо того, что он, Петр Филиппович, тренер нашей команды, он еще и спасает других людей, рискуя своей жизнью. Это, конечно, заслуживает уважения. Со своей супругой Людмилой Петр познакомился, когда вернулся с армии. И вот уже на протяжении 30 лет они идут вместе по жизни рука об руку, воспитывая 7 дочерей и 3 внучек. Маленькая победа – это уже наша гордость. Уже, даже это в каком-то классе что-нибудь будет, или это сразу у нас, конечно, это... Не то, что вот всей семьей, да, это и родственники, дедушки, бабушки, наши родные братья, сестры, они тоже начинают гордиться, тоже. У нас уже такие есть, конечно, это. Все гордимся друг другом. А дети всегда помогают и поддерживают своих родителей и отмечают их трудолюбивость и их заботу о семье. Они достойны, я была очень рада за них, была такая гордость за то время, которое они, с которым я с ними жила. Я видела, как они много работали, как они давали внимание не только, например, только младший, либо только старший. Они давали времени всем. Они помогали заниматься различными кружками. У меня вот волейболом занимается вот эта сестра. Они ее возят каждый день. Это тоже отдельный труд. То есть родители, они сами очень трудолюбивые. Семья Пестряковых является ярким примером для подражания и восхищения. И своим видением ведения домашнего быта, воспитания подрастающего поколения подают пример в укреплении института семьи. Ко Дню защиты детей национальная вещательная компания «Саха» презентовала детский мультсериал «Фиксики», переведенный на якутский язык. Для маленьких зрителей творческое объединение подготовило 157 серий на родном языке. Их можно посмотреть на сайте tunuk.ru, а также на YouTube-канале «Саха Kids». Помимо этого, мультсериал транслирует на телеканале «Мамонт». В будущем планирует перевод других известных мультфильмов «Малышарики», «Тима и Тома» и других. Данный проект реализует по комплексной программе развития и сохранения языков.
А в Нерюнгри в рамках Международного дня защиты детей и рамках Года матери в республике провели марафон ползунков. Организаторами районного фестиваля вот уже который год являются Совет женщин, районная организация, стадион «Горняк» и магазин «Божья коровка». Участниками необычного марафона стали семьи с детьми в возрасте от 6 до 12 месяцев. Тамара Игнатьева побывала на мероприятии. Мы команда ОГО, проползет Богдан легко. Как себя покажет представитель семейства, марафонец Богдан, зависит от того, насколько у него натренированы мышцы спины, живота, шеи, стоп. Ведь чем дольше малыш ползает, тем лучше он подготавливает себя к вертикальному положению для ходьбы. Марафон ползунков – это наш традиционный конкурс, который мы проводим к Дню защиты детей. В этом году у нас было 24 участника, малыши от 5 месяцев до года, которым необходимо было пройти дистанцию 5 метров ползком. То есть это ползунки наши. Была визитная карточка, представили команду, девиз команды, приветствовался костюм у команды и затем была сама дистанция, марафон. Артем – представитель семьи Забировых. Мальчику 9 месяцев. Сегодня он показал блестящий результат, оставив соперников далеко позади себя, и заработал себе новую прогулочную коляску. Чемпион пополз он в 7 месяцев у нас. Сначала он ползал на животе, потом пополз уже на коленках. Ну, решили участвовать, начинать с детства к спорту. По итогам марафона, кроме победителей, были определены и призеры по номинациям. Самая изящная спортсменка, тише едешь, дальше будешь, самый продвинутый малыш, самый громкий и самый юный участник. Активные и решительные юные нерюнгринцы подарили сегодня себе и своим родным отличное настроение и задор. Тамара Игнатьева, Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Молочная продукция требуется не только детям. Обеспечить кисломолочной продукцией помимо населения Якутска еще и жители Вилюйской и Арктической группы районов. Такую задачу поставил заместитель председателя правительства Михаил Никифоров в ходе ознакомления с производством якутского гормолзавода. На сегодня молочный завод является крупным производителем в регионе. Большое внимание уделяется качеству. Продукция проходит через десятки лабораторных анализов. С начала года на заводе заготовили более 4,5 тысяч тонн кисломолочных изделий. В этом году планируют производить 12 тысяч тонн. Но в то же время в связи с недостаточностью сырья и поступлением заявок от столичных предприятий гормолзавод не работает в полную мощность. Также стоит задача реализовывать продукцию в районы республики и производить школьную молочную продукцию. Нам хотелось бы, чтобы реализация продукции гормолзавода, она шла в ближайших улусах, это заречные, центральные, ну и, соответственно, возможно, и вилюйские. В будущем рассматриваем даже реализацию и поставку и в северные арктические районы. Здесь уже логистика другая, поэтому здесь мы должны четко это дело отработать. Ну и с точки зрения технологической мы сегодня обсуждали пока вопрос на перспективу. Этот вопрос должны изучить в ближайшее время. Сегмент, который мы будем продавать, в том числе и по школьному питанию, мы должны увеличить. Буквально через несколько минут мы продолжим. Оставайтесь с нами. Идем далее и продолжаем программу. По итогам первого квартала текущего года в рамках проекта «Местные кадры в промышленность» трудоустроено 2635 жителей республики в крупные компании. Лидером по трудоустройству является акционерная компания «Алроса», где нашли работу 623 местных кадра. Но прежде чем трудоустроиться, работники проходят стажировку, получают необходимую специализацию и при необходимости наставников. Так, на базе «Алроса» в прошлом году такую переподготовку прошли 10 человек с 10 прикрепленными к ними наставниками. Они освоили навыки электромонтера, электрослесаря, машиниста-эскаватора, горнорабочего и так далее. В этом году планируется обучить порядка 45 безработных и незанятых граждан с последующим трудоустройством в «Алроса». С компанией АК «Алроса» мы сотрудничаем довольно давно. И с 2018 года у нас заключено соглашение, в рамках которого установлены ежегодные показатели по трудоустройству местного населения. Эти показатели у нас возрастают, увеличиваются.
О том, что «Алроса» не собирается сокращать работников или приостанавливать производство из-за санкций, сообщил генеральный директор компании Сергей Иванов на корпоративном форуме компании «Хозактив-2022». По его словам, санкции сказываются на всех участниках алмазно-бриллиантовой индустрии. Отметив, что более 80% кадрового состава компании и ее структурных подразделений в республике – местные кадры, имеющие прописку в Якутии. Расширение основного и сопутствующего производства, новые проекты позволили «Алроса» создать в 2021 году свыше 1800 рабочих мест, почти все в Якутии. Компания в силу и объективных, наверное, обстоятельств, и самой нацеленности работы с местными кадрами у нас показатели, наверное, лучшие в республике. Потому что в целом мы опираемся только на местные кадры. Вначале набираем из местных кадров, потом ищем. Если по цифрам, то в рамках только первого квартала где-то 650 человек по этой программе трудоустроились в компании. И я думаю, что до конца года эта цифра еще будет расти. Потому что сегодня, наверное, по сравнению с другими компаниями, мы в первую очередь ищем работников в периметре республики. Сегодня у нас, допустим, по первому кварталу где-то 78 человек из сельской местности переехали и трудоустроились в компании. Это тоже такой хороший показатель. В этом плане, наверное, ключевой момент – это, в первую очередь, система подготовки кадров, это система техникумов и среднеспециальных учебных заведений. Здесь есть определенные идеи, мы это озвучивали Министерству образования республики. Она должна быть вот такая вот интегрированная, вертикально интегрированная система, потому что МРТК – один из таких ключевых учебных заведений вообще на западе Якутии, который имеет Мининский региональный технический колледж, МРТК расшифруется. Они имеют такой достаточно большой авторитет среди работодателей, недропользователей, в том числе среди нефтегазодобывающих предприятий. И нам необходимо использовать МРТК как окно возможностей, как двери вхождения промышленных предприятий. Также «Алроса» уделяет пристальное внимание социальной политике компании. Так, в 2021 году начался новый этап в проведении социальной политики группы «Алроса». Здесь необходимо подчеркнуть, что по всей стране в целом и в Якутии в частности нет таких компаний, которые финансируют, фактически содержат социальные объекты, спортивные комплексы, учреждения культуры. Очень мощная социальная поддержка оказывается населению со стороны компании. Под руководством генерального директора, председателя правления «Алроса» Сергея Иванова были выработаны основные принципы новой социальной политики компании. «Алроса» активно участвует в разработке и финансировании программ развития образования, здравоохранения, культуры и спорта в районе. Выделяет средства не только на строительство и приобретение оборудования, но и финансирует дополнительные льготы работникам образования и здравоохранения, обеспечение бесплатным горячим питанием всех школьников районов с 5 по 11 классы. С 2021 года «Алроса» стала предусматривать отдельные специальные средства для поддержки поселений района, в которых непосредственно работает. У муниципальных образований появилась дополнительная возможность решать множество важных проблем. Мы сегодня с главами районов мы уже понимаем, что мы одна команда. Мы единомышленники, соратники, и они в первую очередь заинтересованы в эффективной работе компании. Потому что вот 2011 год всего по 19 миллионов рублей получили дивиденды каждый район, то сегодня это год 1 349 миллионов рублей. Поэтому мы точно с администрациями, и с жителями каждого района точно понимаем, что мы одна команда. И от результатов нашей работы, от прибыльности компании, от того, какой объем дивидендов будет распределен, будут зависеть именно фактически основные вопросы социально-экономического развития каждого района алмазной провинции. Поэтому сейчас комфортно, и люди это понимают, что компания – это их родная компания, и мы очень взаимосвязаны. На прошлой неделе состоялся 30-й юбилейный эстрадный фестиваль «Той-Хая-2022». Знаменательно, что его проведение совпало с еще одним юбилеем – столетием образования ЯССР. С недавнего времени эстрадный конкурс проводится по 2 категориям – среди детей от 8 до 17 и взрослых исполнителей от 18 до 25 лет.
И такое решение получилось весьма удачным. Конкурс вдохнул новый глоток жизни. Спонсором фестиваля все эти 30 лет является «Алроса». В этом году компания выделила на призовой фонд сумму более 670 тысяч рублей. О том, как прошел Той Хая, смотрите в следующем сюжете. Самый юный участник конкурса эстрадной песни «Той Хая» готовится к выступлению. Для Дениса Сергеева из Хангаласского улуса это первый конкурс такого уровня. У меня хорошо получается петь, и мама решила попробовать испытать меня на какие-то конкурсы. Я, конечно, немного переживаю, но думаю, что у меня все получится. В юбилейном 30-м конкурсе якутской эстрадной песни «Той Хая» приняли участие 129 исполнителей из 24 улусов Якутии. Первые отборочные этапы прошли в дистанционном формате. 30 лучших взрослых и 10 детских исполнителей приехали на финал в Мирнинский район. В честь юбилея мы впервые в этом году учредили, то есть культурно-спортивный комплекс учредил специальный приз участникам, ребенку и взрослому. Специальный приз от КСК, то есть в размере 20 тысяч взрослому, а ребенку 15 тысяч. «Той Хая» проводит «Алроса». Зародился песенный конкурс в селе Той Хая Мирнинского района Якутии в 1992 году и назывался «Чуана», в честь реки, на берегу которой располагалось село. За 30 лет фестиваль «Той Хая» дал старт карьере многих известных исполнителей в республике. Петр Пестеров приехал в алмазную столицу во второй раз. В прошлом году исполнитель из маленького села Хатычо Хангаласского улуса стал дипломантом 3-й степени. Петр – певец-самоучка. Пением начал заниматься в 2018 году, когда устроился в сельский клуб с звукорежиссером. Признается, пора покорять республиканскую сцену. Той Хая – трамплин для начала карьеры. И победу Петр заслуженно забрал, став победителем гран-при конкурса «Той Хая» и из главного приза 200 тысяч рублей. Петр Пестерев, обладатель титула гран-при «Той Хая» 2022. Фестиваль «Той Хая» – это удивительное событие республиканского масштаба. Для меня честь участвовать в таком фестивале. Мне очень понравилась организация фестиваля. Все было идеально продумано, сделано. Фестиваль «Той Хая» – это стартовая площадка для начинающих певцов и отличный опыт. Акционерная компания «Алроса» вот уже 30 лет поддерживает развитие якутской популярной музыки, учредив и финансируя песенный конкурс «Той Хая». Тем самым дает шанс молодым исполнителям заявить о себе и показать свой талант по всей республике. Гран-при конкурса среди детей завоевала ученица 10 класса школы номер 31 города Якутска Саяна Неустроева. Раньше я знала, что есть такой большой конкурс, откуда выходят эстрадные певцы, очень большие звезды. И потом в этом году мне папа показал, что открывается набор на, кастинг на категория «Дети». Открылись с 8 до 17 лет. Вот, и туда я пошла. «Той Хая» – очень большой конкурс, где участники и взрослые, и дети набирают очень большой опыт, где можно познакомиться со всеми, очень хорошо провести время. Я стала обладательницей звания гран-при в категории «Дети» «Той Хая» 2022. Мне дали денежный приз в размере 100 тысяч. И я думаю, что это очень
стимулирует идти дальше и детям, и взрослым. Очень большой и крутой конкурс. Вот. И хотела бы я сказать спасибо всем организаторам этого конкурса, своим руководителям и родителям за то, что поддерживали и верят в меня. Ежегодно культурно-спортивный комплекс «Алроса» проводит фестиваль-конкурс в Мирнинском районе в несколько этапов. Первые 2 этапа проходят дистанционно. Участники присылают жюри свои видео с исполнением музыкальной композиции. Прошедшие этот этап конкурса исполнители приглашаются на очный финальный этап. В следующем году организаторы планируют разделить детей и взрослых на отдельные конкурсы и увеличить возрастные пределы участников, а значит, их станет еще больше. Александра Хлопкова, Анна Винокурова, Алексей Меркулин, Александр Еремин, Роман Ларин, Кирилл Шолохов, Якутия 24. Якутский фильм «Джулур. Масс-рестлинг» впервые показали в Московском доме кино. Сила воли главного героя, его вера в лучшее, рвение к победе не оставили зрителей равнодушными. Фильму однозначно удалось перетянуть любовь москвичей на свою сторону. Первые 2 дня проката фильм собрал в кинотеатрах более 1 миллиона рублей и вошел в топ-10 по кассовому сбору. Интересен и тот факт, что фильм вышел в преддверии 4-го чемпионата мира по масс-рестлингу, который пройдет в Якутске с 21 июня. О кинопоказе, который прошел в Москве, подробнее Айсена Бурнашова. Начинающий масс-рестлер Джулур решается принять участие в крупном турнире. На кону больше, чем победа, судьба сестренки, семьи и отчего дома. Если вы хотите сохранить ваш дом, вам необходимо погасить всю сумму задолженности. Это единственный выход. По сценарию фильма призовой фонд чемпионата составляет 2 миллиона рублей. Турнир для парня – последний шанс на спасение. Но потеря близких и горечь поражений ведут с главным героем неравный бой. Сможет ли рвение к победе и сила воли склонить чашу весов в сторону Джулура? Финал схватки уже известен московским зрителям. Все 2 часа, сколько он идет? 2 с лишним, да. Все время было очень комфортно смотреть. Этого я прямо скажем, не ожидал. Ну, вот слов нет. Так поражена была, так вот, сила победы, наплакалась, нарыдалась. Изумительно. Появилось желание перетянуть палку. Правда, действительно появилось желание, да. Но я думаю, я проиграю, конечно, всем, кому можно, но я думаю, когда-нибудь это можно сделать. Впервые за всю историю кино масс-рестлинг лег в основу художественного фильма. Съемки картины заняли 2 года. Почти год актеры тренировались. Так говорил Минкяров, как и его персонаж Джулур реально гонял вес и набивал самые настоящие мозоли. А его напарник Ратмир Гарифуллин, сыгравший в фильме американца Дерека Мартинса, не сходил с помоста. Настолько занимательными оказались съемки. Когда я прибыл уже непосредственно в Якутск, я занимался с настоящим чемпионом мира, настоящим масс-рестлером, который показал мне все азы, тонкости и хитрости этого прекрасного вида спорта. В фильме герои умело бегают по доске, искусно применяют стойку или перехватывают палку именитым приемом ключ. Лента, как энциклопедия масс-рестлинга, собрала всю информацию об этом виде спорта. Реальная история и самого Джулура. Мы познакомились с человеком, его на самом деле зовут Джулур. И ему масс-рестлинг помог преодолеть свой недуг. Прообразом он стал для Романа Дорофеева, который исполнил роль Гоши. Фильм уже признан лучшей режиссерской работой на международном кинофестивале «От всей души», а игру Гаврила Минкярова оценил фестиваль «Алафейская гора». Насладиться игрой актеров и увидеть стремление масс-рестлера Джулура можно уже со 2 июня. Фильм в широком прокате охватит свыше 100 городов страны. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Такой была уходящая неделя глазами наших корреспондентов. Мы следим за развитием событий. Увидимся на канале Якутия 24.